Используя старую уязвимость, вредоносная программа Агент Смит заменяет рекламу в легитимных приложениях. Более 25 миллионов устройств в Азии уже заражены. Новый вредонос под OS Android подменяет код в легитимных приложениях, чтобы выводить в них рекламные объявления. Как правило, эта реклама далека от добросовестной. Вредоносная программа уже проявилась на 25 миллионов устройств. По крайней мере, так утверждают эксперты компании Checkpoint Software. Исследователи назвали программу Агент Смит в честь антагониста Матрицы, способного принимать любое обличие. Агент Смит выискивает и подменяет легитимную рекламу в приложениях WhatsApp, Opera Mini и Flipkart своими собственными объявлениями. Основная функциональность приложения при этом не страдает, так что пользователи зачастую не имеют ни малейшего представления о том, что заражены. Однако вредоносный код также блокирует все попытки обновить атакованные приложения. Таким образом, вредоносная программа защищает себя. Большинство заражений приходится на Южную и Юго-Восточную Азию. В одной только Индии заражены примерно 15 миллионов устройств. За ними следуют Бангладеш и Пакистан. В США жертвами вредоносной программы стали 300 тысяч устройств. Вектор атаки. По данным исследователей, большинство заражений являются результатом попыток пользователей установить что-то из левых магазинов приложений, например, едва функционирующие фоторедакторы, игры или приложения, связанные с сексом. Попав на устройство, агент Смит пытается изображать из себя приложение, так или иначе связанное с Google, например, именует себя Google Updater и приступает к поискам приложений, которые мог бы модифицировать. Для этого эксплуатируется старая уязвимость JNOS, исправленная в 2018 году на устройствах с Android 7 и новее. Эта уязвимость позволяет злоумышленникам модифицировать код Android-приложений, не нарушая при этом их цифровой сертификат. JNOS затрагивает приложения, использующие схему подписи APK Signature Scheme V1, Android 5 и выше. С 7-й версией Android применяется более новая и защищенная схема Scheme V2. В Азии до сих пор активно используется огромное количество устройств с устаревшими и незащищенными версиями Android, и количество заражений агентом Смитом это прекрасно иллюстрирует. Неофициальные магазины приложений – главный рассадник вредоносных приложений для Android, отмечает эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. Даже в Google Play регулярно просачиваются вредоносные программы. Но, о попытке устанавливать приложения из неофициальных ресурсов, где защита заведомо хуже, а то и вовсе отсутствует, это почти гарантированный способ нажить неприятности. Агент Смит может пока только показывать сомнительную рекламу, но его легко можно использовать и для совершения куда более опасных действий.